Самую сложную за всю историю Республиканского перинатального центра операцию провели ингушские медики. Этот случай уникальный в практике медучреждения. Шансы на выживание у малыша, который появился на свет раньше срока, были ничтожно малы. Ребенок родился с тяжелой врожденной инфекцией и множественными пороками кишечника. Хирурги боролись за жизнь и здоровье маленького пациента без малого 8 часов. Каждый этап операции был сопряжен с огромными рисками. В итоге успешный исход ювелирной работы. Медики отмечают, сейчас малыш уже перешагнул критический период, его состояние стабилизировалось. Наблюдается положительная динамика. Операция была проведена очень успешно. Это была очень рискованная операция в плане того, что много было связанных с рисков для ребенка, и для жизни, и для здоровья. На данный момент состояние ребенка у нас идет со стабилизацией, с положительной динамикой, так называемой. Мы уже вышли за период раннего послеоперационного периода. Это период, который связан с наиболее явными, с наиболее множественными рисками для жизни ребенка. После выхода из раннего послеоперационного периода мы уже работаем, так скажем, поспокойнее, поплановее, так сказать. Поэтому сейчас мы уже начинаем нашу плановую работу. Мы пытаемся уже пробуждать нашего ребенка после такого массивного вмешательства. У нас, конечно, сопряжено тоже с риском достаточно сильного болевого синдрома, поэтому у нас проводится полное обезболивание, мы обеспечиваем комфортные условия для ребенка. И мы уже сейчас планируем проводить стимуляцию кишечника, чтобы ребенок уже максимально рано начал потихонечку, мы начинали кормление энтеральное, так называемое энтеральное кормление, когда мы даем питательную смесь, либо молоко уже в желудок ребенка непосредственно. До начала энтерального питания у нас проводится питание параэнтеральное, это внутривенное введение питательных растворов с целью обеспечения всеми микронутриентами, которые особенно необходимы в период восстановления после такого длительного, такого достаточно массивного вмешательства.